Власти Ненецкого округа увеличивают бюджетные расходы на строительство дороги Нарьян-Мар-Усинск. Об этом в рамках инспектирования автодороги и Зимника заявил глава НАО Александр Цыбульский. В прошлом году из-за значительной просадки насыпей, спровоцированных таянием вечной мерзлоты, процесс возведения здесь затормозился. Кроме того, на одном из участков возникла необходимость обустройства дополнительной водопропускной трубы. Масштабные работы продолжаются летом, продолжатся соседнему региону. Для этого удалось выбить федеральные средства в размере 150 миллионов рублей. Подготовительные процедуры в соответствии с технологией производства начнутся и в зимнее время. Правда, пока их тормозит отсутствие стабильной ледовой дороги. Например, доехать до Усинска из Нарьян-Мара можно без проблем. В этом заполярный губернатор убедился лично. А вот переправа через Печору в районе села Устюса ограничена сейчас, увы, 5 тоннами. Лед на реке так и не достиг достаточной толщины, всего 45 сантиметров. Усинская ДРСУ исправляет ситуацию. Для наморозки проезжей части задействованы мотопомпы. Очень много машин идут с перегрузом и, нарушая правила, собственно говоря, дорожного движения, перевозки грузов, сильно разбивают ту инфраструктуру, которую мы строим для всех. И наша задача создать систему, при которой машины с перегрузом все-таки несли ответственность за то, что они убивают инфраструктуру общественную. Надо сделать пункт весового контроля четко работающим для того, чтобы он мог, с одной стороны, эффективно работать, не позволяя нарушать правила, а с другой стороны, не мешал движению тех людей, кто едут в соответствии с этими правилами. Зимник до Усинска главе соседнего региона понравился. Там он даже встретился с вице-президентом Лукойла, депутатом Госсовета Коми Александром Лейфридом, заглянул в местный музей. А еще заявил, что самым проблемным объектом трассы до нашей республики является мост через реку Колва. Его капремонт по предварительным оценкам обойдется в 80-800 миллионов рублей. Построен он был в 89-м, а в 12-м и 17-м для нормальной эксплуатации пришлось проводить даже не ремонтные, а противоаварийные работы. В свою очередь, строительство дороги на Нарьян-Мар продолжится летом и со стороны нашей республики. Оба субъекта ведут активные переговоры с Москвой о передаче автодороги в федеральную собственность.